Слово для выступления предоставляется Алмазбекову Тилеку Алмазбековичу. Еще раз доброе утро, уважаемые судьи Конституционного суда. С вашего позволения я начну. Решающее значение в защите гарантированных государством прав человека принадлежит судебной власти, которая посредством установленных законом процедур отправляет правосудие, то есть разрешает по существу уголовные дела, обеспечивая в то же время их полное, всестороннее и беспристрастное рассмотрение на основе принципа состязательности и равенства сторон обвинений и защиты. Реализация правосудия осуществляется путем постановления его итогового акта, приговора, которым устанавливается вина подсудимого в совершении преступления и назначается наказание, либо же делается вывод о его непричастности к инкриминируемому деянию. Отсутствие события и состава преступления, что является следствием оправдания подсудимого и его реабилитации. Несмотря на незыблемое значение приговора как акта правосудия по уголовному делу, суд, к сожалению, бывает, что неверно устанавливает фактические обстоятельства уголовного дела, что влечет в вынесение незаконного, необоснованного и несправедливого решения. Вследствие этого неизбежно встает вопрос об исправлении допущенной судебной ошибки и устранении причин и условий, вызвавших принятие неправосудного приговора. Одним из способов восстановления законности при производстве по уголовному делу и исправлении допущенных судебных ошибок является институт пересмотра приговора ввиду новых либо вновь открывшихся обстоятельств. Посредством возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств обеспечивается не восполнение недостатков обвинительной и судебной деятельности, а возможность исследования тех фактических обстоятельств, которые в силу объективных или субъективных причин ранее не входили в предмет исследования по уголовному делу. Сущность института пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам заключается в правовой переоценке обстоятельств, установленных судом при рассмотрении дела, уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств, которые могут существенно повлиять на исход дела. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам – это одна из форм проверки законности и обоснованности судебных актов, вступивших в законную силу. Основной целью данного института является проверка правильности вынесенного судом акта в свете вновь открывшихся обстоятельств и отмена судебного акта в случае его незаконности или необоснованности. В конечном итоге пересмотр судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам служит средством полной реализации принципа объективной истины. На основании мною вышесказанного прошу признать часть 1 статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса КР, противоречащей части 4 статьи 58, части 1 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики и отменить его действия. Все. У меня все. Самат Кыштыбекович, у вас есть вопросы к Алмазбекову? Вопросов нет. Вопросов нет. Уважаемые судьи, есть у вас вопросы? Присаживайтесь. Спасибо.